В общем, друзья, еще раз всем привет, всем здравствуйте, прямо давай пошумим. Наконец-то настал этот важный, значимый момент, и мы можем провести такое важное мероприятие для студентов, для абитуриентов, такое важное мероприятие, как День открытых дверей в Башкирском государственном аграрном университете. Сегодня прекрасный день, прекрасный морозный зимний день, и сегодня в такой прекрасной, теплой, уютной, домашней атмосфере мы вместе со студентами, с выпускниками будем общаться с вами, будем рассказывать вам про лидирующий аграрный вуз страны. И для начала, ребят, хотелось бы проверить небольшую активность в чате. Пишите плюсики, если нас хорошо слышно, хорошо видно, картинка не зависает. И если есть какие-то проблемы, обязательно прямо сейчас перезагрузите свой интернет, закройте лишние вкладки, закройте посторонние программы и убедитесь, что связь нормальная и вы готовы, как и мы. Если же есть какие-то проблемы, обязательно пишите в чат нашей трансляции, и мы обязательно свяжемся с модераторами, которые помогут вам решить вашу проблему. Друзья, сразу хотелось бы рассказать немножечко о таком важном насущном вопросе, как приемная кампания в 2021 году. Дело в том, что есть прекрасные новости, а именно
дело в том, что в этом году также будут ребята поступать в таком же порядке в дистанционной форме. И есть очень много плюсов, о которых я вам сейчас расскажу. Но перед этим хотелось бы все-таки представить ребят, которые сегодня находятся вместе с нами в нашей студии. И я думаю, можем начинать. Поехали. Наверное, очень важно, чтобы сегодня вместе с нами был человек, который поступил именно в этом году, точнее в 2020 в сентябре. Первокурсник, он является уже солистом народного вокального ансамбля «Юность» нашего университета, член сборной по мини-футболу Башкирского государственного аграрного университета. Еще раз отмечу, первокурсник, студент первого курса механического факультета Ислам. Ислам, привет, давай. Привет, Ислам, как дела? Здравствуй, у меня все отлично, все хорошо, подготовился, истории придумал, расскажу вам сейчас в скором времени. Истории? Да. Ну, мы послушаем твои истории обязательно. Также сегодня вместе с нами, как вы видите, не только парни, но еще и есть красавица. Как вы видите, она в спортивном костюме. И дело в том, друзья, что это трехкратная чемпионка мира. Это по борьбе, заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе, студентка третьего курса факультета агротехнологии и лесного хозяйства Камила. Это Я думаю, Камиль сейчас можно просто похлопать. Вот. Спасибо. Ребят, ну, сами подумайте, на третьем курсе уже иметь такие звания. Камил, ну, ты молодец. Ты молодец. Спасибо большое. Как у тебя дела? Да ничего, нормально все. Все, Мы готов? тоже так не поздоровались. Давай. Еще сразу вот так это Я только с тренировки пришла. На самом деле, да, очень клево, что ты нашла время посетить нашу трансляцию, посетить нас, пообщаться, рассказать вообще, как вот достичь Да, таких вообще с высот. радостью. Да, в таком юном возрасте, это очень круто. Едем дальше. Сегодня вместе с нами еще один красавец, как видите, в пиджачке. Вот. Человек тоже студент нашего университета и уже занимает очень хорошую должность, уже занимает классную позицию в нашем университете. Студент третьего курса факультета агротехнологии и лесного хозяйства Артур. Всем привет. Давай просто по классике, здорово. Артур, ну, я думаю, что ты нам тоже сегодня очень много интересного Да, расскажешь, конечно. поделишься с ребятами. Конечно. Да, вы истории подготовили все? Все готово, да, все есть. Ладно, ну и, друзья, тоже хотелось бы представиться. Меня зовут Эрнест, я являюсь магистрантом первого курса факультета предопозднее строительства. Ну и все. И все на этом, да. Я являюсь репортером и ведущим университетских мероприятий. Так, ну, как я вижу, активность в чате нашем зашкаливает. Знаете, сколько человек написало? 0. Ну, сколько человек нам написало? Ребят, я вам повторяю, да, если мы просто хотим убедиться, что... У нас звука нет. Надеюсь, да, надеюсь, что звук есть. Мы просто хотим убедиться, что нас хорошо слышно, хорошо видно. И прямо сейчас напишите плюс в чат трансляции, если все окей. Кто-нибудь задайте нам вопрос, напишите плюс. Да, и, кстати говоря, задавайте вопросы, на которые мы обязательно сегодня ответим. Так вот, продолжаем про приемную кампанию. Ребят, Комиссию. да, приемную кампанию, приемную комиссию. В общем, есть очень классные плюсы. И первый плюс, который я хочу сказать, не знаю, застал ты эти плюсы или нет, Ислам. Дело в том, что в этом году можно поступать в наш университет с такими предметами школьными, которыми раньше поступать нельзя. То есть нельзя было. То есть это география, это информатика, это, что, не попадаю, да, пока? Это иностранные языки. Да, согласен, физика тоже. Ну, физика, естественно. То есть в этом году, я думаю, что в последующих тоже, будет возможность поступить, например, на факультет пищевых технологий, сдавая физику, или, например, поступить на факультет агротехнологии и лесного хозяйства с информатикой. То есть, сами понимаете, что прогресс идет вверх, и любой предмет, он очень важен. Поэтому, ребят, если вы обучаетесь в школе и обожаете такие предметы, которые я сейчас перечислил, без проблем. Иностранный язык добавьте, да? Да, иностранный язык тоже. Иностранные языки сдавайте, пожалуйста, и поступайте к нам в университет. И еще один плюс, вот от которого я вот просто, у меня было... Сколько плюсов уже, а? Ну ты что, аграрный, Ты аграрный. Нам туда же носки с покемонами, о чем ты говоришь. Так вот, плюс в чем? В этом году можно поступать в наш университет, можно выбрать, точнее, куда подавать документы, на 10 направлений подготовки. Нифига себе. Вот, то есть, когда ты поступала, Камила, сколько ты направлений выбирала? 2-3. 2-3. То есть, по-моему, было 2 или 3 направления. 2 или 3 направления можно было выбрать, да? Всего 3, да, в общем. То есть всего 3. Было. То есть, и если у тебя вот столько интересов, Я вот так выбирал.
А вот так вот ты Да, и то, попал смотри, хотя бы, нет? Механический факультет, да, сразу. То, что надо было, да? Судьба. Да, раньше можно было выбрать всего лишь 3 направления, а теперь, если ребята занимаются там разными делами, если разносторонняя личность, пожалуйста, любое направление, 10 направлений, подаешь документы, и если все окей, поступаешь. Ладно, все-таки еще чуть-чуть про приемную комиссию и продолжим. Ребят, сегодня за кадром вместе с нами сотрудники приемной комиссии нашего университета, поэтому если у вас есть вопросы, которые относятся к поступлению в этом году, обязательно пишите в чат трансляции, и вам обязательно ответят и расскажут. Может, нас кто-то с армии сможет. С армией, да, очень хочу в аграрный, пожалуйста, верните меня. Да. Сейчас как дембельнусь и пойду И, учиться. и почему бы и нет? Как Ну, бы, кстати, у меня одногруппники есть, которые вот Они после в прямом армии. эфире сидят. Это те 16 человек, которые там. после армии как бы поступили в аграрный. Да? Ну да. И без проблем? Ну, вроде После без. космоса. И космонавты к нам поступают, и солдаты, как бы все, все, кто хочет. Все-таки, Ислам, наверное, первый вопрос будет к тебе адресован. Как в такой тяжелый период для всех нас, для всех людей на нашей планете поступать в высшее учебное заведение? Ведь, наверное, все-таки это было в дистанционном формате. Расскажи, как это было. Ну, вообще, это не сильно отличалось, как поступали до этого в другие года. То есть предоставлялся выбор, либо поступать дистанционно, сдавать экзамены, то есть на каких-то сайтах там определенных, либо же, опять-таки, ЕГЭ писали дистанционно, либо просто приходишь также в школу и пишешь. Просто единственное, если мы раньше сдавали, там у нас было 15 человек, к примеру, ну, это я говорю последующий до того, как сдавал я, и 15-20 человек сидело в аудитории, сейчас уже их 10. То есть, Ну, то есть ты также сдавал в школе. Да, точно так же все написал. А сколько баллов написал? Да, я сдавал физику, математику профиль и русский. То есть И сколько набрал? Физику 65 баллов, математика профильная 72 и русский 66. В сумме это сколько? 201 балл, и то есть я спокойно поступил на механический факультет. А почему вообще аграрный? Почему мехфак? Ну, первый момент это недалеко от дома. Второй момент это... То есть самое главное, что ты поступил в аграрный, потому что он ближе к Ну, а дому. вот как вот зимой в такую погоду, куда далеко ездить вообще? Ну да, согласен. Нефтяной это в Черняке находится. Вот. Привет, Нефтяной. Если нас там смотрят. Сейчас так из нефтяного. Мы вас смотрим! И Ой, ужас. 15 человек уходит. А потом это футбольная команда, то есть я также играю за сборную нашего университета. Сразу понимал, что вот я хочу развивать и спортивную жизнь, то есть для себя, физические данные развивать. И также ты еще любишь петь. Да, и также я состою в ЦЕВе, Центр эстетического воспитания, народного вокального ансамбля. Ну, А вот успеваешь все тут все и в спорт, Ну, и цель. да, я кстати. просто не сплю и все. Просто не сплю. Как бы это нормально для российских студентов не спать, да. Все-таки, ну, понятно, что творчество, спорт — это неотъемлемая часть человека, наверное, каждый, да. Тем не менее, это же, наверное, все, как бы, ну, свободное время, да, но нужно же выбрать какую-то специальность. Профессию вообще выбирал из тех соображений, что два старших брата у меня закончили механический факультет, но это был, они заканчивали другой вуз, и поэтому я тоже недолго думаю, но вот если нужно получить мужскую специальность, я поэтому решил на мехфак. Ну, как-то сокращен даже ГЖМФ, мужской факультет. Скажи, пожалуйста, Ислам, когда ты поступал, были возможности пообщаться, например, с деканом? Там, Да, сразу, то ну, есть в день, когда я вообще приходил, это были последние дни приемной комиссии, в приемной комиссии декан сидел, и как раз механический и энергетический факультет находились рядышком. Но так получилось, я почему-то к мехфаку, вот такой, в душа лежал, да, как там факт. тянул, я так рядышком сел, мне наш культор, который сейчас у нас все это делает, Ильза Идрисова, когда сидел в приемке, и как раз таки был декан, он сказал, недолго думая, говорит, все, оставляй документы, приноси оригинал, мы тебя ждем. Я такой, все, говорю, понял. На следующий день принес оригинал, и уже больше никуда вообще ничего И не сразу сказал. поступил. Сразу поступил. Ну, то есть я был в первых списках на бюджет, ну, то есть без какого-либо валидола там. Спокойно прошел на бюджет и уже... И тем не менее, как бы тоже твои успехи, вот учитывая, что ты только первокурсник, они поражают. Тем не менее, я знаю, что ты все-таки, как ты уже сказал, да, участник сборной по мини-футболу нашего университета. И, кстати говоря, есть даже небольшой ролик, который мы, кстати, снимали совместно, про тренировки, как проходят тренировки вашего
как проходят тренировки в вашей команде. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть маленький отрывок из нашего репортажа. Привет, друзья! Аграрный университет на связи. Господи, ну заберись. Что, говорю. Вот здесь надо бегать еще. Ого-го, как. Вы думали, сейчас я побегу. Один забегает, перебегает и в общем забивает гол. А вы что думали? В сказку попали? Ну, собственно говоря, вот такой небольшой кусочек, как проходят тренировки у спортсменов по футболу в нашем университете. Если, кстати говоря, очень хочу немножко прорекламировать этот момент. В нашем университете есть медиацентр, который называется BSAU Production. Почему BSAU? Потому что это Bashkir State Agrarian University, чтобы вы понимали. И там студенты, как и мы, занимаются как раз-таки созданием различных репортажей, созданием видеопроектов и так далее, и так далее. Поэтому, если вас интересует отрасль медиа, если вам хочется быть репортером, в конце концов, блогером, раз уж на то пошло, да, можете поступать к нам в университет, обратиться ко мне или кому угодно, обязательно вам подскажут, где мы находимся, и милости просим, будем очень рады видеть. Сейчас, когда сказал про блогеров, у нас просто там 500 человек еще, наверное, прибавились. Ну, почти. Плюс 2. Так вот, продолжаем. Вот поговорили, затрагивая тему спорта. Камила, сейчас буду до тебя докапываться. Слушай, ну, правда, такие титулы, ну, видимо, понятно, что это твоя заслуга, что столько нужно работать над собой, но расскажи, пожалуйста, как вот ты пришла к этому, занимаясь в аграрном университете, как тренеры помогали? Ну, вообще, в прошлом году готовилась к чемпионату мира. Несмотря на то, что была пандемия, мы все равно тренировались. И в ФОКе это... Физкультурно-оздоровительный комплекс Башкирского государственного аграрного университета. То есть там все есть. И тренажерный зал, и бассейн. То есть мы вообще... Все условия есть, все условия созданы для того, чтобы заниматься спортом. То есть не только вот этот вот ФОК, то есть еще у нас есть очень хороший зал, один из лучших залов, ковер, на котором тренируются. Вот такой вот, как вот у нас? Нет. Да, там приходишь, чай пьешь. Чуть Ну, а вдруг мягче там. Тренировка закончилась. у бабушки, знаешь, так с дома, со стены забрали. Бабуль, да, это самый лучший ковер. Ну, продолжай, да. То есть у нас есть... А ну, Кань, переверните. Все, а то сейчас нас этот. Короче, у нас есть 2 ковра. Я вам хочу сказать, что не у всех есть 2 ковра, и не у всех вузов. Ну, видимо, это какие-то большие очень ковры, сложные. Да, то есть, А сколько они большие, раз уж что пошло? так, Много. много. Футбольное Намного. поле. Как футбольное поле? Мини-футбольное поле, да. Ну, все равно. Я, честно говоря, представлял вот такие размеры. То есть Ну как... ладно, еще чуть-чуть. Мини-мини Чуть-чуть, футбол. да. Так, ну ладно, дальше. В общем, все условия созданы. И не только к чемпионату мира, но и к другим ответственным стартам. Я готовлюсь в аграрном университете. Здесь есть отличные тренера. То есть мой тренер сам закончил аграрный университет. И он заслуженный тренер России, Зиакаев Рустам Ильгамович. Машу, привет передать сразу. Наверняка То есть, смотрит такой, моя девочка молодец. Зря ты показал, Гордость что он мира плачет. зато. Не-не, я это про себя говорю. О, нет. Помимо этого, к нам еще ходят не только студенты аграрного университета, но и те люди, которые просто занимаются борьбой. Ну, можно сказать то, что любой как бы первокурсник, Да, который еще- просто то хоть есть- заниматься, но не умеет, он Наша может сейчас начать. Да. Олимпиада среди первошей крутая проходит. Евразийские игры будут скоро. Ну, то есть вообще спорт на самом деле очень развит. Но я хочу сказать в плане борьбы, так как я борьбой занимаюсь, что не только борьба на поясах, там, то есть есть еще дзюдо, самбо,
очень хороший зал, очень хорошие тренера. Насколько я знаю, что по дзюдо и по самбо тут один из лучших тренеров в Башкирии. Именно он в аграрном тренирует. Это во втором корпусе. То есть такие крутые у нас ребята. Я не если знал, вы честно, хотите это прийти, круто. Можно номера их, если проблемы будут, чтобы они поехали? Я думаю, там не так все работает. Блин. вот, то есть, кроме этого еще, ну, вообще очень много разных ништяков, которые можно... Но ты вот затронула тему физкультурно-оздоровительного комплекса, да? Это получается, все студенты могут приходить заниматься бесплатно? 3 раза в неделю любой студент может... Бассейн, спортзал? Бассейн, спортзал, да. Ну, для бассейна, конечно, справка нужна. Ну это понятно, да. Ну вот, то есть... Хорошо, а вот смотри, раз уж ты занимаешься спортом, видать, очень много ты посвящаешь этому времени, постольку, ну, Всю свою жизнь. да, всю свою жизнь. Как получается совмещать с учебой? Преподаватель как к этому относится? Да, я еще получаю повышенную стипендию. Вау, Вот. сколько? Сколько Ты зарабатываешь? Здорово, отец. Ну, то есть повышенная стипендия, то есть учусь я, чтобы вы знали, тройку у меня за 3 курса нет. А преподаватели вообще идут, вообще помогают, то есть есть индивидуальный график, по которому, то есть можно сдать сессию с задержкой. В общем, все условия, да, есть? Да, то есть все условия есть, и помощь, и материальная помощь. Кстати, вот после чемпионата мира ректор в 8-кратном размере выписал матпомощь. Это вот после последних соревнований. Да, в 8-кратном размере. Кстати, по поводу вот этого момента хотелось бы сейчас уточнить. Друзья, дело в том, что недавно, когда Камила стала чемпионкой мира по борьбе, ее молодой человек прямо на соревнованиях во время награждения сделал предложение. Давайте его поздравим! Спасибо. Да, потому что, ну, правда, во всех пабликах аграрного Сказали, а мы не университета... сказали, да. Да, то есть я смотрю ВКонтакте, да, в группы экономического, энергетического, механического, все факультеты, главная группа. Сборник даже стоял, ну что смотрит, Да, там ничего себе. плачут, там предложение. Как-то мило, да. В общем, во всех группах в БГАУ, ВКонтакте, в Инстаграме, везде об этом говорили. Мы тебя на самом деле поздравляем Спасибо. и с победой, и с Кстати, предложением. мой жених тоже окончил аграрный университет. Вот. Прям семья из аграрного. и Да. Аграрного университета. Династия. Династия начнется И потом. наши дети поступят в аграрный университет. Дай И бог. наши внуки, правда. Слушай, для И, через кстати, 40 соберемся? И, кстати, мой тренер тоже, вот, Рустам Кстати, Легамович, вся моя семья здесь учится. он собака тоже моя. закончил аграрный университет, то есть у нас много... А ну-ка, не смеяться. Все, тихо. Те, Поломают. кто тренируется, у нас много парней, которые уже закончили университет, и, короче... Ну, можно сказать, опять-таки, что для ребят, которые занимаются спортом или не занимаются и имеют желание, они могут поступить в наш университет. У нас, по-моему, если я не ошибаюсь, более 30 видов спорта базируется. Да, и начиная от футбола, заканчивая там шахматами, да, можете пойти в любой... Даже лапта Да. есть. Да, даже лапта, и, кстати, как сказала Камила, киберспортом. Ребят, если вы занимаетесь киберспортом, если вы занимаетесь футболом, баскетболом или борьбой, в нашем университете созданы, ну, я не знаю, как еще объяснить, все условия. условия, Да, Хочу, все, что кстати, хочешь. сказать, что вот межвузовые бывают соревнования, и многие спрашивают, как вас там поддерживают, ну, то есть из других вузов парни, девушки спрашивают. В общем, и, ну, мы так вот разговариваем, то есть кого как поддерживают. У нас... Это просто держишь на плече, такие мы тебя поддерживаем. если что. Поддерживаю в прямом У смысле. нас самый лучший вуз, то есть в плане поддержки спортсменов. То есть даже не физкультурный, мне многие спрашивают, почему ты, допустим, не пошла в физкультурный, да, там учиться. То есть, во-первых, здесь ценят спортсменов и, ну и, конечно же, специальность. Вот, кстати говоря, по поводу специальности, какая специальность у тебя, ты помнишь? Какой факультет? На факультете агротехнологии лесного хозяйства. Да, лесное дело. И как? По душе? По душе. Как Да, это, то есть, «Властелин колец» посмотрела? Да. Просто, Бегал. насколько я знаю, ты еще закончила колледж на дизайнера. Да.
Вот так вот, друзья. Вот скромная девочка Камила, трехкратный чемпионка мира по борьбе, дизайнера. Знаешь, дизайнер. Добавь Если разносторонне тебе развитый понравится человек. платье, Да. я на тебе. Я такой, что-то не нравится, что не пойму, что-то не нравится. Все классно, хороший проект, все. Вот так это будет. Да, просто тряпка такая. Да. Сейчас так модно, ты ничего не понимаешь. В общем, Камил, тебе огромный респект. И на самом деле, вот сидя здесь, вот узнавая что-то новое, да, прям я честно горжусь нашим университетом. Правда, то, что у нас учатся такие студенты, что у нас есть такие возможности, что у нас такие тренеры и безграничные возможности у студентов. Так, сейчас буду докапываться до тебя по поводу безграничных возможностей. Мы переходим к науке. К науке ты уже готов, заряжен, да? Да, Не зря да. пиджак надел, скажи. Да, конечно. Это со школы? Да ладно. Нет. В школе пиджак нет? Слушай, Артур, я уже как сказал, ты занимаешь такую отличную позицию в нашем университете, и будучи, обучаясь на 3-м курсе, у тебя уже даже есть собственный кабинет или аудитория, где ты занимаешься очень интересными вещами, и все во внимании. Да. Ну, это у нас кабинет называется кружок робототехники, да. Ну, мы еще раньше кружок робототехники, но и сейчас кружок робототехники, но мы чуть-чуть Извини. Продолжай. добавили приставку тире конструкторское бюро. Вот. И да, действительно, да. Небольшую краткую предысторию начну с того, что как я до этого, скажем так, докатился. Докатился, какой ужас. Да. Будучи 17-18-летним, так же, как и Ислам первокурсника, меня как десанта закинули из Оренбургской области, из глухой деревни совершенно вообще. На парашют? Почти, да. Ну такие просто. Так в огороды закидывают всех. Да. На автобусе, на маршрутке, на попутках приехал и все, да. И вот, предо мной предстал университет, да, много разных возможностей, разных всяких интересных вещей и так далее. Я везде себя попробовал, попробовал и в сфере этого, творческой деятельности, в ЦЕФ, был ведущим, многие помнят, наверное. Я выступал, даже гран-при там заняли. Да, вот с партийной деятельности также выступал и также немножко попробовал себя в общественной деятельности. Это общественная организация Российский союз сельской молодежи, РССМ. Ну, пробыла полгода, но потом понял, что как-то мне не по душе. Да, и дальше я вот думал, а чем дальше еще интересно заняться? А еще интересная вещь осталась, это наука. Вот, и, соответственно, научной деятельностью я начал заниматься на механическом факультете. Да, вот один очень интересный преподаватель, да, Галямов Иван Ильич, ему привет. Да. Тоже не смотрит. Да. Будем надеяться, что... Всем привет и передаем. С ним я начал, заниматься робототехникой. Мне это очень понравилось. Я подумал, а почему бы вот кружок робототехники открыть на факультете агротехнологии лесного хозяйства, да? Чтобы занимались не только студенты мехфака, но и студенты агрофака, ну, понятное дело, мехфака, ну и другие. Да и плюс к этому еще, я отвечу, школьники, да? И вот мне сказали, что существует такой форум. Форум называется, первый форум был SmartAU. Он проходил у нас здесь, в Башкирии, в Уфе. И выиграл я грант там в размере 30 тысяч рублей. Сколько? 30 тысяч. Ну, это самый этот пока так. Цветочки, это пока, да. Ну, не знаю, мне уже 30 тысяч Мне нравится. вот интересно, что такое грант вообще. Грант это, скажем так, да, материальная помощь, да, денежная помощь на открытие какого-то, да, своего дела. Это правильно, то есть ты проект отправляешь? То есть, да, вот смотри, да, вот дают тебе денег, и ты это представь себе реализуешь. такую ситуацию, я вот, скажем так, да, студент, мне 18 лет, всего наш первый курс, я открываю ноутбук, и мне вот передо мной все, пустой лист. Я просто пишу, что я хочу открыть, зачем я хочу открыть, что мне для Это этого типа надо. как дорогой Дедушка Мороз. Вот Почти это то же хорошо. самое. И тебе, ладно, 30 тысяч Да, дадим. почти Так. Хватит. То же самое, да, но с точки зрения надо прописать немножко таких красивых слов, да, чтобы было более-менее презентабельно. И все, и, пожалуйста, ты выступаешь с этим проектом, тебе там... Я уже хочу. Погоди. Получается, что ребята, которые хотят что-то сделать, какой-то проект, они могут просто захотеть, написать, предложить, и если это имеет смысл, то пожалуйста. Конечно. Есть разные направления. Вот я пошел по научной деятельности больше. Вот там же есть и спортивная деятельность, есть и творческая деятельность, и общественная и так далее и тому подобное. То есть в этих сферах выдаются разные там материальные денежные помощи, чтобы какие-то свои проекты реализовывать. Да, но это было... Если клип хочешь записать, денег дадут? Смотря какой клип, если, допустим, он, Как скажем... у Моргенштерна. Ну, как у Я Моргенштерна, лью навряд ли, кристалл наверное. из Да. шнура.
Ну, какой-нибудь патриотический клип там, да, вот что так. Как Кобзона больше. Почти, да, или там Газманова, там, Любые. так, Прекрасно. По поводу учебы ты успеваешь? учебу, да, успеваю. Да, Вот, я кстати ещё- говоря, извините, что вас, ребят, перебиваю, у нас в чате есть вопросы, касающиеся совмещения. Вот как, например, Артур, ты или как-то, Камила, ты совмещаешь вот учебу и свою деятельность, ну, досуговую, да, или как бы свободное время, Ну, по спорт поводу- или науку? По поводу меня я уже как бы сказала, что у меня есть Преподаватели. индивидуальный график, Да. то есть вот. И когда я не успеваю на пару, я, то есть, звоню преподавателю или Я пишу не приеду. преподавателю. Да. То есть беру индивидуальные задания. То есть они всегда идут на уступки, всегда дают индивидуальные задания. Если Конечно, что-то я не тоже боялся понимаю, что-то сказать. Конечно, конечно, все, давай, все, давай. если что-то, допустим, не понимаю, как бы всегда помогут, всегда объяснят. То есть в любое вот. Это типа что-то Их как-то рабочее двоечку время. такая. Слушай, здорово, что так поддерживает. А Артур, у тебя как? Ну, я уступок никаких нету. С точки зрения... Я да. просто не хожу на пары. Нет, я все хожу, да. Я параллельно еще добавлю, я еще работаю на кафедре, на одной кафедре лаборантом. В общем, да. Ну, Уже. Слушай, ты прям Я деньги- все с первого курса. Знаешь, что интересно? Я все вот я этого добился в первом курсе. Сейчас просто это, скажем так, деньги уже- лопатой гребешь, короче. ну почти. Сколько ты зарабатываешь? Почти. Не зря ты пиджак носишь. Ну, до нового, Такие классные. до пандемии там солидно, скажем так, что-то шло, да. Да и, кстати говоря, после пандемии, знаете, вот, да, я хочу... Короче, ты не в кризисе. Да, и не секрет, да, скажу, вот, когда у человека голова работает, он из любой ситуации выберется, да, он Ну, где короче, ты угодно вообще себя найдет. молодец. Да, Да, кстати, такая стоит добавить нашим зрителям. Ребят, мы читаем чат, поэтому вы можете задавать вопросы, которые касаются только поступления, да, потому что здесь очень много вопросов про поступление, да. Вы можете спрашивать по поводу студенческой жизни, например, про общежитие, про условия, про стипендии мы тоже сегодня поговорим. Задавайте вопросы, чтобы я их зафиксировал, прочитал и обязательно у ребят поинтересуюсь и спрошу, потому что, как вы видите, да, тут ребята зарабатывают грант на разработку своих проектов, спортсмены у нас получают в неоднократном размере помощь, стипендии, да. Поэтому задавайте вопросы, которые касаются любой сферы деятельности студенческой жизни. То есть мы возвращаемся снова к тебе, Артур. Да. Получается, что в этом курсе у тебя есть своя лаборатория, правильно? Да, лаборатория. И к вам приходят только студенты или еще и школьники? Нет, приходят там и школьники, и студенты. Вот пойми одну интересную вещь. Я вот учусь на агронома. Я не электрик и не программист. Но мы вот, да, вот сейчас все изучаем постепенно и сделали такую интересную, да, методическую программу, чтобы освоил и не только, допустим, да, электрику, ну, не электрик, да, а и агроном плюс к этому, да. Программист не только, да, программу писал, но и, допустим, агроном писал программу. И вот, допустим, абсолютно все разные, кто хочет, тот и приходит, да, приходят ребята. Кто-то знает электронику хорошо, да, кто-то знает программирование. Все вместе наши идеи в кучу собираем, делаем какие-то интересные проекты. То есть даже если я приду. Если да, если. Ну, если ты придешь, там вообще никаких проблем не будет. Там, как бы, ты можешь пойти куда хочешь, Так, в она принципе. Она придет и лабораторию заберет, Я приду. такая, «Так, вот здесь масса, Здесь поставь». поставим ковры, короче. Все, убираем. Ладно, продолжай. Да, вот Хорошая и. идея, запомни. Да, конечно, да. Поэтому мы занимаемся, работаем, и приходят даже иногда и школьники, да. Ну, проблема, конечно, то, что пандемия, поэтому сейчас кто-то самоизоляция и так далее, кто-то ну, и так далее и тому подобное. Так что я, пользуясь случаем, хочу немножко себя пропиарить. Пожалуйста. Первый корпус, 216 кабинет. Приходите к нам, мы работаем 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница, с 3 до 7. То есть Пятницу долго думал, говорить. То есть любой. Это уже отдыхать надо. 3 раза в неделю, да. Абсолютно. Все данные, все контактные мои данные в интернете, хоть в Гугле, хоть в Яндексе забейте, Кудлубаев, Артур Авзалович и так далее, там вылезет. Там есть. рядом с Любой Билл Гейтсом. желающий. Да-да-да, С любой Билл Гейтсом, с любой Марк желающий. Цукербергом. Ну, все-таки хочется закончить тем, что студент, который поступает к нам, не только спортсменов, да, не только творческих людей, но ребят, которые увлекаются наукой. Ребята, у нас в аграрном университете есть лаборатории, есть актуальное оборудование, с которым вы можете заниматься, благодаря которому вы можете придумать, создать свои проекты, реализовывать свои идеи. И аграрный университет всегда только приветствует таких амбициозных студентов, которые готовы сделать этот мир лучше и интереснее. Сейчас, кстати говоря, Артур, я знаю, что
недавно проходило, по-моему, до Нового года, проходили соревнования Агро-НТИ, где ты был соорганизатором. Да, я помогал там, да. И как раз приезжали школьники со всей республики, которые могли позаниматься, создали своих роботов и могли позаниматься вот этими самыми системами, которые вы изготавливаете. Я сейчас говорю про Видео маленьких терминаторов. Там ну, было, да. плюс-минус терминатор. В общем, много говорить не буду, просто хочу показать вам маленький репортаж про соревнования Агро-НТИ. Автоматы, вперед! Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Добро пожаловать на финал всероссийских соревнований Агро-НТИ по направлению роботы. Ребята из сельских школ со всей Башкирии приехали в Башкирский государственный аграрный университет, чтобы принять участие в этом конкурсе. С помощью джойстиков, управляя агророботами, участники должны пройти полосу препятствий и выполнить целый ряд заданий за короткое время. Посадить картошку, доставить бидоны с молоком и покормить коров, вспахать поле и постараться не сбить животное. Нелегкие задачки, правда? Как такое возможно? К счастью, мне удалось это сделать. Суть заключается в привлечении обучающихся школ для развития и подготовки будущих специалистов, которые получат практический опыт командной работы в решении научно-технических задач. Соревнования прошли успешно, участников наградили грамотами и памятными подарками. Так вот, ребят, как вам ролик-то? Собственно говоря, сейчас хотелось бы запустить небольшое голосование в нашем чате. Хотелось бы проверить, сколько нас смотрит ребят именно как творческих, как спортивных, так и ребят, которые увлекаются наукой. Поэтому, внимание, сейчас пишите в чат циферку 1, если вы увлекаетесь спортом. Не знаю, если вы любите играть в футбол, если любите баскетбол, борьбу или шахматы, обязательно пишите. Если даже киберспорт, хорошо. Киберспорт в нашем университете тоже присутствует. Пишите цифру 1. Если вы играете в КВН, если вы обожаете танцевать, если вы поете или играете на гитаре, также пишите цифру 2. Пишите цифру 2 в чат трансляции. Если вы обожаете науку, если вам нравится создавать какие-то новые системы, будь то программирование или что-то другое, пишите цифру 3. Заодно просто мы посмотрим, и было бы интересно знать, сколько творческих, спортивных или ребят, которые увлекаются наукой, смотрят нас сегодня. Как вы, наверное, обратили внимание, сейчас в нашей студии произошла небольшая рокировочка, у нас появились новые ребята, и также с удовольствием их представлю. Справа от меня человек в зеленой куртке, такой интересной, очень интересной куртке, по которой он нам сегодня расскажет. Сидит человек, который является куратором сельскохозяйственного направления специализированного студенческого отряда «Колос». Студент 3-го курса факультета какого? 4-го, прости, пожалуйста. Студент 4-го курса Артур. Артур, привет. Привет. Ух, так сильно не дави. В общем, Артур, очень много на тебе значков. Мне очень хочется знать, что это за значки, потому что, если я не ошибаюсь, ребят, наверняка смотрели американские фильмы, как... Еще есть, да, мультик «Вверх», да, где там маленький мальчик с такими вот значками. И вот он вырос, собственно говоря, он вырос, здесь должно быть накладной смех, ну ладно. В общем, Артур, рассказывай, чем ты занимаешься, очень интересно. Ну, как ты и сказал, я курирую деятельность специализированных отрядов, у меня 2 отряда, и ежегодно ребята ездят с нами на практику. У меня 2 отряда, как вожатый сказал. Ну, в каком-то понимании Да, есть в такое. каком-то, Сегодня да. Dream Team будет конкурс. Мы сегодня все сделаем. А вообще, в наших специализированных отрядах ребята могут ездить по разным направлениям на практику. Ну, если проще говорить ребятам, вот школьникам, вы можете поехать на море или просто отдыхать в жарких местах. И это возможность и отдохнуть, и в тот же момент заработать. Но также у нас есть направленность по профессии, которой они обучаются.
вот как раз таки ее и курирую. У нас ребята обучаются на инженеров, и они получают свои практические и теоретические знания. Закрепляются, разумеется, они их на практике. И работая на комбайнах и сельскохозяйственных машинах разных типов. Мгм. То есть можно сказать, что ребята, наши студенты, они, обучаясь в нашем университете, могут пойти в студенческий отряд, и когда у них будет практика после обучения, они могут поехать куда-нибудь на море, там, не знаю, будь то Сочи или Анапа, и гонять там на комбайне. Да, конечно. Звучит фантастически По морю, просто. да. Да. Вообще, Подожди, и за это еще платят бабки. Ой, деньги, ну бабки, да. Будем говорить своими словами, да. Да, доллары. И платят им, разумеется, также немало. Их заработная плата соответствует, чтобы у них был стимул туда снова Сколько стремиться. они зарабатывают? Уже 4-й раз, по-моему, вопрос На задаем. самом деле Почему никто не данная отвечает на сумма, этот это вопрос? их заработная плата, не секрет. Ребята даже минимальную плату получают от 25 и до 50 тысяч в месяц. А ребята, которые работают операторами на комбайнах, за весь сезон могут заработать 250 тысяч. Это спокойно. Но Так, в то же ладно, время- ребят, мне пора, давайте увидимся. Я... Пошел мы на тоже, комбайн, мы тоже да? пойдем. Всё. Так, его здесь оставляем сами. Ты продолжай рассказывай, я на комбайне, я не Ты могу. пока рассказывай, поехали. Очень хочется сейчас покататься. Ну, у нас также ежегодно вот ребята, которые с механического факультета идут на производственную практику, вот, они борются, ну, конкурируют между собой в конкурсе, чтобы победить в качестве приза автомобиль. Это Chevrolet Да, Niva, автомобиль. по-моему. Да, должна быть ставка с Якубовичем. Да. Автомобиль. Как это стол Ежегодно. собрал здесь, да? Где барабан, я не понял. Я чё понял? Вот бабуля прислала соленья, ананас, прислала виноградик. А будет девочка, которая стих будет рассказывать? Я узнал, что у Я меня, подрос, или как там понимаю. было, вышел заяц на крыльцо. Все, прости, пожалуйста, Артур, продолжай. Ну и вот ежегодно у нас с механического факультета ребята выигрывают этот автомобиль. Это уже вошло как в традицию. И благодаря своим хорошим показателям. Извини, что перебил. Какой автомобиль еще раз? Автомобиль у нас... Кадиллак. Lamborghini, дела? по-моему, да. Это Мэрин Моргенштерна разыгрывается. Так, ну хорошо, какой Нет, автомобиль? только Chevrolet Niva в основном. Да Или все Land равно, Cruiser. извини меня, будучи студентом, забрать себе Chevrolet Niva, Да. это очень круто. Она же Это классно довольно хорошая проходимая, да. перспектива. Да. Ещё Так, Потом поехать на море и там еще. на Ниве, Такой, на Ниве, да. По морю еще. Хорошо, Артур, вот очень много значков. Что это за значки? Да, просто так по приколу. Красиво. Почти, да. Красиво просто. Но на самом деле все эти значки являются также и символом нашего движения студенческих отрядов. И, как вы могли заметить, их множество. Каждое мероприятие у нас в конце трудового семестра происходит слет студенческих отрядов, где мы обмениваемся значками. Когда к нам приезжают ребята с разных городов, по всему региону Российской Федерации, и мы обмениваемся. Также у нас по направлениям как сельскохозяйственные, так и пищевые. Все эти отряды обмениваются ими. Ну и, как Слушай, видите, качестве я на их память. Они так накопил. блестят, классно, мне кажется, там Киркоров приходит такой, и тебе значок, И тебе, и тебе. Так, давайте посмотрим чат нашей трансляции, потому что, кстати говоря, по голосованию, да, здесь 1, 2, 2, 1, в общем, Спортсмены С в топе. да, и даже 3. Тут чувак пишет, это как? Тагир Тулебаев пишет 3, то есть это наука, футбол и шахматы. Понял? Шахматы это серьезно. Вот, тут еще вот очень много вопросов, которые касаются поступления. Видимо, ребята все-таки загорелись немножко поступать в наш университет. Это очень радует. Ребята, пожалуйста, честно, я там загорелся, я очень хочу рассказывать вам про наш университет, потому что я его обожаю. Видите, вот у меня вот есть кофта аграрный, видите? Знаете, сколько я люблю аграрный? Аккуратно. Я так сейчас сделаю, а тут бац, и футболка аграрного. У меня еще даже нижнее белье от аграрного. Хотите, покажу? Ладно, не буду. В общем, очень много интересного хочется вам, ребята, рассказать. И, кстати говоря, вот уже поступили вопросы в твой адрес, Артур, Да, от конечно. Аделины Тимирхановой. Как можно вступить в студенческий отряд «Колос»? Являясь студентом, можно спокойно вступить в любой отряд студенческий, просто обратившись в 334 кабинет, наш штаб студенческих отрядов. В главном корпусе. Да, в главном корпусе. Заполнить заявку.
и также вступить В комбайне просто. Что там, костер, гитары, там. Слушай, а было бы Куда-то прикольно. Ёпт. Не, ну все равно, прикинь, как было бы круто. Заходит чувак тут, «О». Он не знает, то ли удивиться, то ли такой, клево. Дикий лес. Ходить явно не захочет. В общем, если хотите, да, пожалуйста, вот Артур будет ждать вас с раскрытыми объятиями, да? Да, конечно. И Я вас всех встречу. по правую руку ключи. Так, ладно, слишком много разговоров у нас про комбайн. Ребят, прошу прощения, забыл представить красавицу, которая сидит рядом с нами. В общем, это не простой человечек, это выпускница Башкирского государственного аграрного университета, которая сейчас занимает отличную должность, у нее сейчас все хорошо. Кстати говоря, она работает по специальности, она была даже за границей на практике, будучи студенткой. Анастасия. Всем привет. Настя, слушай, но я думаю, что ребятам тоже будет интересно узнать, какие места, какие должности занимают студенты, когда заканчивают наш университет. И даже я знаю, что ты была на практике, которую я сказал, в Дании, если не ошибаюсь. Рассказывай. Значит, наш университет дает возможность практиковаться за границей. То есть вот лично у меня есть знакомые, которые... Ну, вот я была в Дании, со мной еще несколько человек там тоже были. Некоторые ездят в Германию или там в Америку и получают бесценный опыт, действительно. То есть это всем так кажется, что это сложно и непросто. А практика, получается, только вот конкретно твой факультет, или это, получается, среди всех факультетов можно так Я различать? не могу тебе точно сказать. Я ездил в США. Значит, да? Все. Продопозднее строительство можно. Приход, говорит, ты Что учишься и на требовалось ФПС? Да. Я Срочно в США. срочно быстро. Продолжай, Настя. Ну, если обратишься в отдел международных связей, у тебя все впереди же. Ну да, Это я же совсем- поэтому учу. Мне Да, тоже тут все обязательно с такими поедете, глазами просто- сижу, слушаю. Сначала Бесценный опыт. Сначала к этим, к терминаторам, потом вот в Записывай, лес записывай. пойду на море, на комбайне кататься там. Потом на Ниве поедешь в Данию Да. и дальше там. И там уже куда дорога тебя заведет. В общем, аграрный это старт для всего просто. Закончил на Северном Давай полюсе. так, челлендж. Сейчас мы с тобой будем делиться впечатлениями, эмоциями по практике за границей. Ты была в Дании, что ты там делала? Я работала на 2 фермах, мне вдвойне повезло. Я сначала поработала на молочной ферме с коровками, потом на свиноферме. Вот сейчас сразу, можно я сейчас я перебью, потому что сейчас ребята такие, чё, типа, свиноферма в Дании, что? Там есть такое, это же Европа. Дания, Да, между где прочим, хочешь, везде. лидирующая страна по Уровню ну нет, в том числе, там одни из самых счастливых людей живут. И Да нет, все счастливые люди у нас в России живут. В аграрном. В аграрном. Как говорит Ашектов. она очень развита по свиноводству, там чуть ли не лидирует, по-моему. То есть у них количество поголовья свиней больше, чем поголовье людей. Вот так, если. Ну хорошо, просто ребята, которые сейчас смотрят, они, наверное, у них какое-то другое представление, что такое молочная ферма, свиноферма. Пожалуйста, мифы все разрушай быстрее. Ну, то есть, это, вот забудьте все, что вы думаете про ферму, это совсем не так. Там ходят чистенькие, беленькие, красивенькие, розовенькие, точнее, беленькие. Беленькие это уже... Это уже плохо, тогда для ветеринарного врача. Ну подожди, ты же закончил факультет биотехнологии ветеринарной медицины, Да, правильно? верно. Какая твоя специальность была, помнишь? Ветеринарная медицина. Ого. Ветеринарная медицина. Так, да, и что ты- специалитет. Я специалист ветеринарного профиля. Ну, знания были грамотные, все знания, которые ты получал, ты смогла применить на практике за границей? Естественно, да. Ну, то есть я же в середине поехала. Это как бы помогло мне, подстегнуло к еще большему энтузиазму в университете, когда я вернулась. Ой, Еще лучше. до становится. слез. Лучше, ну, то есть, Ты уже начала как невозможно, профессионал развиваться в своем действительно деле до невозможно конца. выбирать либо практические знания, либо теоретические лучше, когда у тебя и те есть, и ты можешь вкупе их применять. Это Больше всего ты знаний получила на практике за регион. Что? Я вообще- Мы сейчас все подумают, что это муляж, а я хочу Мы с есть. тобой все мы здесь поболтаем втроем, ты пока Да, ты продолжай, Настя, я слушаю, я весь А, внимание. Это разный совершенно опыт. То есть в университете тебе дают одно, а заграничная практика дает другое. Но опять же, заграничную практику нельзя рассматривать только как будто ты поехал, и ты там будешь на этой свиноферме сидеть все время, там, ну или на Ну, то молочной есть ферме. тебе Там, удавалось куда-то там еще выйти. норка. Отлично, я ем кексик, вы говорите про свиноферму. Супер, ага. Да ты видел, какие они чистенькие. Между прочим, вот это миф, Разве то, что ты не что колбаску свинья грязное животное, они очень чистоплотные.
Да? Да. Они хотя в прямом эфире кексики не делают. Он там аккуратно ест пока что. Так, ты, пожалуйста, до моих кексиков не В докапывайся. общем, насчет практики я хотела сказать то, что есть много возможностей путешествия. Там. Ты, к тому же, вот, я затрону тоже финансовую сторону, там неплохая зарплата получается. Сколько ты зарабатываешь? Я могу сказать, сколько я зарабатывала, к сожалению. Ну, нормально. Но Ну, это всё равно. было на тот момент, могу сказать только на тот момент, то, что получаешь в датских кронах, у них своя валюта. переведем. Несмотря на то, что Дания в 3 раза меньше, А чем Швед- Башкирия вообще. Швеция и Дания у них одна? Нет, у Ладно, шведская я крона, просто датская. крона. У Короче, них тоже там крона. просто, чешская да. крона, есть шведская крона, есть датская крона. И они Да, все да. разные. Но датская, по-моему, самая дорогая считается. То есть у нас, когда я Какие уезжала, важные. было примерно одна датская крона 10 рублей И российских. сколько ты заработал? И то есть получается у меня сначала первые полгода 10 тысяч датских крон зарплата, а второе полугодие 11 тысяч крон. То есть сначала 100, потом 110 тысяч. Вот в месяц. Ну и ты как бы... Ну, это не комбайн, конечно. ребят. А ты Почему? катался по морю на комбайне? Блин. У меня появилась новая мечта. Хочешь, я прокачу тебя на моем комбайне? А ты знаешь, сколько стоит комбайн? Это тебе- Абитуриенты разрываются просто, блин, там комбайн, тут свинюшки. А там тут я вообще кекс ем. Роботами можно просто мир захватить. Куда идти? Аграрный Куда? центр вселенной. Можно- Ну хорошо, а я просто в свою очередь был тоже на практике, но ты ездила, как получается, как студент по обмену, так? Ну, я не уверена, это... Ну, то есть я ездила, это было больше года, я там находилась, я брала академический отпуск, когда вернулась, получается, мне нужно было, я уже, благодаря этому я познакомилась еще с участниками, как, Извини, вернулась перебью, на другой курс, пожалуйста, а короче. там чат у нас не смотрит? Смотрит. Ну, там, по-моему, вопрос задают, я просто отсюда вижу. Отсюда видишь вопросы, да? А мы Нет. сейчас не Как можем бы, Ну продолжай, нет. Супер Меня просто больше интересует, Настя, как аграрный поспособствовал тому, что ты поехала за границу. напрямую. То есть если я вообще не знала такой возможности, пока не поступила. И Но потом быстренько пошагово ты сможешь это объяснить? То есть не этапы именно поступления? документы, да, а что вообще вот самые главные 3-4 шага, там, которые ты нужно сделать? приходишь в отдел международных связей, говоришь то же самое, я, говоришь, хочу, и они уже говорят, можно сделать вот так, вот так, вот так. Можно, А этот отдел у нас в Уфе где-то в находится? смысле нет у нас в первом корпусе. А, то есть даже Я, так. правда, тебе Всё, кабинет из точно Волгограда. не смогу сказать. Ну ладно, это Но я чтобы думаю, они если понимали просто, куда в идти. деканате спросишь, тебе обязательно скажут, да. Они, по-моему, на 4-м этаже, вот в левом крыле. И все достаточно просто, они тебе говорят, тебе надо вот эти бумажки собрать, и с ними приходишь, и уже, то есть я не знаю сейчас как, до этого было, там компания одна в Москве и компания одна в Дании. То есть ты отсюда посылаешь в Москву, они там с компанией в Дании договариваются, и все. И ты просто, раньше еще надо было в Москву что-то лететь, там, сейчас вообще все очень просто. В Уфе Облегчили, идешь, да, да. можно даже, может быть, пешком, я не знаю, где он находится, идешь, подаешь на визу, они тебе сразу Ну, аграрный естественно, почти в центре Уфы. Ну да. Рядышком. Да. Ну, получается, подаешь что... на визу, и, ну, в смысле, ты заявляешь желание, тебе дают, находят размещение, ты соглашаешься или не соглашаешься с размещением, то есть там написано будет, что, где, когда, сколько зарплата. Согласен, если собираешься оставшиеся документы, подаешься на визу и летишь. Ну, собираешься с силами, прощаешься То со есть всеми, так же, говоришь, я... как и у Артура, все находится у нас в первом корпусе, Да. все можно узнать Все в здесь. шаговой доступности. Кстати, Настя, тут вот есть такой Роман Килин. Он говорит, что это твой брат. Да? Привет. Он говорит, приятно видеть свою сестру. Очень интересно, что она расскажет всем. Вот так. Вот даже братья сегодня зашли у нас. Я всем в прямой сказала, эфир. что я Я сегодня вот сейчас буду писать, а вот что я расскажу. Хорошо, да. Чем она там занималась, да. Кстати говоря, Артур, тебе тоже вопрос есть. Аделина Тимирханова задает вопрос. Какова стоимость обучения на получение водительских прав в университете? Мы, кстати, про это не поговорили. Да, у нас же Ты свой опыт можешь есть. что-то по этому поводу сказать? Вообще в нашем университете можно обучиться на права легкового транспорта, так и грузового. И комбайна, чтоб его. Да, и на самоходные машины. На Это тракторе. отдельные права. На самоходные машины наши студенты обучаются бесплатно по программе самого обучения. То есть все студенты механического факультета получают права в процессе обучения, после чего направляются уже на производственную практику. А на права на водительские, цену можно уже уточнить с руководством, которое именно обучает это. Но цена хорошая и скидки для студентов. Сколько? Сколько? Скидка. По промокоду Артур самый лучший в Колосе вы получаете скидку 10%. Я вообще задавал уже такой вопрос, но я
еще раз задам. Ты только Я идешь, не вопрос ответила, задаешь. вроде. А, ну ты же первокурсник, тебе можно. Нет, я просто забываю, у меня память как у рыбки 3 секунды. Какие студенты каких факультетов могут выезжать за границу? Вот, Ты спрашивал, любой факультет. Вот. Всё. А просто кто-то не понимает, понимаешь? Любой факультет может, Ислам. Ну все, я понял. Все, встал, вышел. Я Я шучу, шучу. Так, я сейчас выйду. Ладно, Камила здесь нет. В общем, получается, что в нашем вузе ребята могут еще и на права сдать. Да, конечно. Еще и со скидками, и... Да. Все условия. Да, здорово. Так, ребят, да, напоминаю, что очень много вопросов. И, кстати говоря, Адрин, ты как знал, что Адрин Тимирхан задает вопрос по поводу того, студенты каких факультетов могут, точнее, студенты каких факультетов. Да, я ж читаю там всё. Все, вот так, давай вот так сделаем, я не буду читать, мне так проще. Так, ладно, едем дальше. По поводу практики. Мы поговорили о том, что ты ездил за границу, в Данию. Я, в свою очередь, тоже могу поделиться. Я ездил в США. Я ездил в США, это был второй курс. Это была программа Work and Travel, созданная специально для студентов, которые могут ездить за границу на... Работа и путешествия. Да. по-моему, А ты знаешь английский? О, Oh, do you speak полиглот. English, man? Very, very плохо. Very, very плохо. London is the capital. Да, брифом там что-то. Красавчик, нормально, молодец. Всё, меня возьмут в Америку? Нет, не возьмут тебя. Блин. Так вот, я ездил по программе Work and Travel, и хочется сказать про то, что аграрный университет дает возможность таким студентам, которые хотят поехать за границу, попутешествовать и рассказать там про аграрный университет. Они очень поддерживают таких студентов, и поддерживают таких студентов всегда, и только нужно желание, нужно желание. Я когда захотел, я пришел в свой деканат, я поговорил с руководством, они сказали, конечно, без проблем. Все, что мне нужно было, это просто... Наконец-то ты уедешь. Ну что ты, вот зачем ты об этом начинаешь? Зачем так часто пропадаешь? Да? У него же голос дрогнул, подожди. Да он забыл, что Глаза хотел засветились. говорить. Я чувствую себя в передаче, что было дальше сейчас. Можно, пожалуйста, салфеточку? Так вот, я получил просто направление на досрочную сдачу сессии, просто сдал экзамены немножко раньше положенного, и алга, как говорится, вот, алга, и поехал в США, и спокойно получил огромный опыт, бесценный На 3 опыт. месяца ездил, да? Да, я ездил, получается, на все лето, то есть пока была сессия у ребят, я сдал чуть пораньше, ближе, почти в конце весны. Досрочно, то есть Да. такой вариант у нас тоже есть. Да, то есть ребята, которые могут поехать, У ребят, они... которые в студенческих отрядах, тоже так же, если у них программа на практику раньше, они могут сдать сессию намного раньше досрочно. Да, Ну, то да. есть университет реально Преподаватели настоящий относятся уже, да. лояльно к таким вопросам. Все Мгм. можно. У То есть, меня если вы тоже так будете быстро получалось. учиться, вы можете продлить себе лето. Да. Так вот, про что я хотел сказать, то что, ребята, если вы хотите побывать за границей, когда будете в студенческое время, обучаться в университете, да, и в Казахстане в том числе, почему нет? Почему нет? Все, что вам нужно, это просто желание. И аграрный университет только Я приветствует. отдельно думала, Слушай, возвращаемся к тому, что есть такое замечательное отделение, точнее, есть такое направление, сфера деятельности, как творчество в нашем университете. И, кстати, мы даже затрагивали сегодня уже краем. Да, это наша любимая тема с исламом. Причесочку поправляем сразу. Ну ты уж Ага. прям любимый, футбол-то тоже нельзя в стране. Ну, тебе нельзя, мне можно. Так вот, Центр эстетического воспитания. Что это такое? На базе нашего университета есть целый дворец молодежи, зал, который насчитывает, по-моему, 1200 мест. И в этом дворце молодежи как раз-таки базируется Центр эстетического воспитания, в котором есть 11 творческих направлений, где различных творческих направлений, такие как народный ансамбль народного танца «Шатлык», народный ансамбль бального танца «Агидель», также есть вокально-инструментальный ансамбль, есть КВНщики, есть конферансье, то есть ведущие, то отделение, которым занимаюсь я, вот уже 6-й год. Еще много-много другое, ну и, конечно же, студенческий театр. Еще туда звезды приходят петь. Да, на сцену, ну и в ЦЕФ тоже, да, на огромную сцену приходят звезды российской эстрады. И, наконец, есть такой же даже народный вокальный ансамбль «Юность», где есть такой солист, Самый прекрасный, по-моему, самый ансамбль. красивый, в кавычках, первокурсник, Ислам, он состоит, да, 2-1, он состоит в народном вокальном ансамбле «Юность». И хочется сказать, что наши студенты, которые занимаются в Центре эстетического воспитания, ежегодно
ежегодно наши коллективы становятся не только лауреатами, но и победителями как республиканских, так и всероссийских фестивалей студенческого творчества. Кстати говоря, вот буквально в том году, в 2020 осенью, Народный ансамбль народного танца «Шатлык» взял гран-при на Всероссийской студенческой весне. Да, это очень круто. Ребята наши просто молодцы. И опять-таки возвращаемся к тому, что таких студентов, которые занимаются творчеством, всегда поддерживают в нашем университете. И, естественно, руководители этих коллективов, тренеры, они профессионалы своего дела. И именно благодаря студентам и таким руководителям наши ребята показывают класс, становятся лучше и находят себя в творческой линии. И поэтому сейчас хотелось бы показать вам небольшой ролик про Центр артистического воспитания. Каждый раз, когда я смотрю ролики про творчество в нашем университете, у меня опять-таки прям гордость в моем сердце. Ты, Руслан, чуть ли не плачешь. Ну, Центр артистического воспитания, на самом деле, я обожаю это место, и возвращаюсь к тому, что благодаря ЦЕВу я нашел себя. Я знаю, чем я буду заниматься в будущем, помимо того, что буду работать по специальности, да. Кстати говоря, моя специальность на бакалавриате была землеустройство и кадастры. Сейчас я занимаюсь на магистратуре, у меня направление природоустройства и водопользования. Вот, и благодаря аграрному я знаю, что в будущем, чем я буду заниматься в творчестве. И хочется отметить, что каждый год творчеству в нашем вузе уделяют очень много времени. То есть, ну, понятно, что и спортивные мероприятия проводятся регулярно, так же, как соревнования, как спартакиады среди первокурсников, как спартакиады российских масштабов и так далее. Еще Минсельхоз, то есть, когда идет спартакиады сельского хозяйства. Да. Среди вузов. Да. И среди творчества, кстати говоря, у нас проводятся очень классные мероприятия, такие как, например, смотр первокурсников, где факультет природопользования и строительства неоднократно занимал гран-при среди факультетов нашего университета. Так вот, очень много, да, ППС сила, очень много творческих мероприятий в нашем университете, где ребята проявляют себя, учатся новому. И как раз-таки вот, наверное, и про это я и хочу все время рассказывать, что студенческая жизнь, она вот наполнена вот этими прекрасными воспоминаниями, яркими моментами, эмоциями. И это может быть не только творческая часть, правильно? То есть это может быть как практика за границей, как и спорт, как и многое другое. И вот обязательно, если вы поступите к нам в университет, а точнее, когда вы поступите в наш университет, мы будем очень рады видеть вас в Центре артистического воспитания. Когда мы заставим вас поступить. Да, и хочется добавить девиз Центра артистического воспитания: мы расправляем талантом крылья. Вот, как раз таки про то, что я говорил, что освещаются многие студенческие моменты, они самые яркие в жизни каждого человека. Я сейчас затронул и спорт, и творчество, и многое-многое другое, про практику. А сейчас хочется поговорить про кое-что тоже очень важное в студенчестве и в университете в целом, а именно это правком. Сегодня вместе с нами человек, который состоит в правкоме, и сегодня он очень много расскажет вам интересного. Пожалуйста, в нашей студии Руслан. Руслан, привет. Привет, Эрнест. Какая у тебя кофта классная, Марвел, я смотрю. Спасибо. Ну, ты же понимаешь, что кофты и футболка с БСАУ как бы лучше, ну, извини.
Да. Сейчас Кевин нас- Файги где-то. Да. Черт, опять аграрный впереди. У них там свои супергерои. Своя вселенная. Смотри, мне кажется, у ребят, которые смотрят, у них есть такое представление про правком, что это все-таки как-то, как в сериале «Универ», да? Вот это Симакина ходит. постоянно. Да, как из Симакина, Яна, маленькая Яна Симакин, что-то бегает постоянно, кричит, там носится и так далее. Все-таки расскажи, чем занимается правком и почему это очень важно в университете. Ну, вообще, чем занимается правком, можно сказать, что правком во всем участвует постоянно, во всей студенческой жизни. И в основном правком, получается, принимает активное участие в жизни студентов. Вот. И также они там приближены к преподавателям, получается. Правильно? правком нет, там получается, что он в основном курирует, Мгм. как ты там ходишь, есть ли у тебя какие-то там проблемы на учебе там. Такие местные решалы. Да. Также они тебе помогают, если у тебя есть там какие-то проблемы, если у тебя какие-то недопонимания. И получается, что правком всегда на стороне студентов. Да. Да. Вот. Также в правкоме есть много разных комиссий. Там комиссии Да быстрее. информационные, комиссии, которые занимаются общепитом, которые вот полностью отвечают за всю жизнь студентов университета. Вот я сам, получается, председатель информационной комиссии. Вот, и мы, получается, освещаем студенческую жизнь. Там мероприятия все. Фонарики ставим. как Да, бы, рассказываем, студенты да, живут. как живут наши студенты в аграрном университете и показываем непосредственно работу, которую проводит правком. А в чем заключается вообще, что они делают? Вот приходят к вам, допустим, приду я в правком, хочу работать. Да. Не хватает мне ни песен, ни футбола, хочу еще в правком. И, кстати, сейчас вот, прежде чем ты начнешь про это рассказывать, хочу к ребятам снова обратиться. Пока он всегда с нами, да, пока Руслан вместе с нами, пока он здесь и полностью в нашем внимании, в вашем внимании, вы можете задать вопросы, касающиеся общежития, стипендий, трудоустройства и так далее, как попасть в правком. Обязательно задавайте вопросы, очень важный, насущный вопрос, и когда Руслан ответит на вопросы Ислама, я обязательно зачитаю вопросы, которые касаются общежития и стипендий, много-много другое. Руслан, давай. Хорошо. Ислам, получается, что прежде чем прийти в правком, ты можешь зайти на наше сообщество. У правкома есть свое сообщество ВКонтакте, и там расписаны все комиссии. Там вот жилищно-бытовая комиссия, которая отвечает за общежитие, комиссии, также информационная, которая наша, которая отвечает за столовую, и там очень много разных комиссий. Ты можешь, волонтеры, кстати, тоже они входят к правкому. Ты можешь выбрать и в любую комиссию просто прийти и поступить, стать частью команды. Вот. И никаких трудностей здесь нет. Главное тебе определиться. А это как-то вообще помогает потом вот, студентам, я не знаю, там в учебе или это просто для расширения кругозора идет? Да, это получается, что ты, конечно, правком всегда помогает во всем. Ну, тем более они и активистам помогают. Но у нас, как бы, понимаешь, люди, которые постоянно где-то участвуют, чего-то хотят достичь, у них, в общем нету и проблем таких. Ну да. Да, когда ты ответственный человек, у тебя и проблем таких не возникает. Вот. И ты, когда, получается, пришел в правком, стал частью команды, проходишь стажировку и полноценно уже становишься частью комиссии. И занимаешься, да, тем, чем хочешь. Вот, например, у нас за столовую также отвечает определенная комиссия. Вот, у нас поэтому она вносит огромный вклад в развитие столовой. Они А это всегда вы даете контролируют. бюллетени вот эти на бесплатные Талончики. А где их взять? А надо петь, занимать призовые места, и получаешь талончики. Я уже всю тему тоже. Брахал, так сказать. Значит, ты сегодня конфет не ешь. Так я поэтому уже не ем ничего. Пойду Чё по- Тебя в столовой кормят. Я до сих пор по талону. Слушай, Руслан, расскажи все-таки ребятам про общежитие, про стипухи, что очень важно, потому что стипендия — это, мне кажется, одна из таких первоначальных вещей, о которых задумывается студент. Да, я когда там стоял, получается, тоже слышал, что был вопрос про повышенную стипендию. У нас повышенная стипендия может быть разного размера, так как ты занимаешься культурной, общественной, научной деятельностью. И каждая деятельность, получается, за каждую деятельность ты получаешь соответственную стипендию. Да, дополнительно. Вот. И поэтому, если ты будешь успевать везде, например, культурная жизнь, общественная жизнь, в университете помогать еще волонтерить, То ты можешь вообще не работать. Всю жизнь. Быть студентом. 70 приходит, я Я из правкома. Я на 75-м курсе.
понятно. Да. Там уже ты можешь не отвечать на вопрос Эрнеста, сколько ты зарабатываешь. Да. Он будет задать вопрос. Сколько ты Да. зарабатываешь? Все Так, будут знать, сколько ты зарабатываешь. Даже спрашивать не буду. Вот. да. Еще про общежитие. В общежитие может заселиться каждый студент. И, например, можно, заселиться с твоим одногруппником. Да, у меня Это- даже был момент, я вот тоже расскажу, когда поступал, документы мне позвонили, сказали, а вам не нужна общага? Я как бы сразу сказал, что я городской, я говорю, нет, вроде бы, Молодец. родители пока не Не выгоняют. стал занимать ничего. Да. Да, на самом деле, получается, всегда, для каждого студента есть свое место. И каждому студенту можете не переживать, когда студенты будут к нам поступать, каждому места хватит в общежитии. А общежития-то классные? Общежитие, да, они очень классные. Да. У нас- Я Да, даже в Настя. двух Да, общежитиях да, жила. да. Ни между раз там прочим. не был, А ты прекрасное был место. в общежитии вообще? Я мимо проходил. Я городской. Я-то знаю, о чем я посмотрел. говорю. Ну нет, я вообще Вот и 4 общежития поменял за все это время. Ты Ну, меня это переплюнула, я такая, я в двух реализовано была. Но стоит, ребята, еще отметить, что все-таки общежитие находится в шаговой доступности от нашего университета. Да. Они находятся по все городу. рядом, и можно как бы пешком, без проблем, за 5, 10, 15 Да, минут дойти до университета. А общежития комфортабельные, да? И плюс Они, даже конечно. для тех, кто вот приехал из района, так скажем, да, то есть общежитие или вообще аграрное находится в центре города. Мгм. То Не есть вы только учишься, будете... ты еще живешь в центре. Да, в ты итоге. можешь спокойно говорить, я живу в центре. В общем, Я живу в центре. вот опять То, что я возвращаемся. делал все это время. Возвращаемся к тому, что студент, да, у него есть классные возможности, офигенные возможности. Я сегодня очень много узнал по поводу университета нового. 6 лет ничего же не- Ну, будущим, да, магистром, как бы я все равно очень много нового узнал. И самое главное, что студент после тяжелого студенческого дня может возвращаться в общагу, где его будут ждать любимые соседи, любимые, Братки. да, и можно спокойно готовиться к парам в комфортных Любимая условиях. жена, как меня, например. Да, ну, у тебя, Да, ты уже жена. Да, да? я поэтому и поменял столько общежитий, потому что я уже семейный студент. Ладно, давайте поговорим все-таки по еще такой важной части, как про трудоустройство после университета. Все-таки не зря мы позвали Настю. Настя, сейчас ты чем занимаешься после университета, после окончания? Мне очень повезло, мне сразу по окончанию университета предложили работу по специальности. То есть меня там родители обрадовались очень сильно. Ну, по специальности, типа, ну это же... Не просто так училась, Да, значит. не просто так, все 6 даже лет у меня получилось вместе с практикой. Вот, в шикарном месте работы, секционный, гибридный центр уфимский. А это далеко? Это, так, примерно в 50 километрах от Уфы. Но живешь ты здесь? Но живу я здесь, да. На тачке? Да, я на машинке езжу каждый день. Да, и работаю там, в общем, ветеринарным Ну, врачом. то есть самое главное, что ребята как бы после окончания находят Так, места. самое интересное мне университет предложил. эту А, работу. то есть, То есть, по сути, Университет я... помог опять. Да. кроме практики, Да, еще и дают помимо работу. того, что я на практике, когда на свиноферме была, я так думаю, ой, так здорово. То есть мне изначально вот не сильно нравились крупные животные. То есть я такая думаю, вот кошечки, собачки, а потом смотришь на как бы шире на вопрос. А потом смотришь на слова и думаешь, да, это мое. А ты видел маленьких поросят? Они лучше, чем котята. Это которые карликовые? Нет, мини-пиги вообще. Я имею в виду просто поросят, которые рождаются. А. Они изначально они небольшие такие, Ну, да, они да. пахнут Я- молочком. и такие Давайте про очень- поросят мы поговорим в другой раз. Пожалуйста, хватит сегодня. это? Не-не-не, я сугубо Про положительно, говорили, а про поросят нельзя? сугубо положительно отношусь к животным, к свинине. Если мусульмане, это разговор. Слушайте, вопросы в чат еще есть по поводу общак. Руслан, по поводу общежитий, скажи, пожалуйста, и по поводу стипендий, кстати, тоже вопрос. Сколько стоят общаги и предоставляются они, когда, как, за сколько? Так, если меня не подводит память, то это 20 рублей в сутки. Это Чё, погнали? общежитие. В смысле, это любое? Ну, нет, Можно это- снимать хату за 20 рублей в Да, сутки. вообще в Потому что основном 20 рублей в они же, сутки. по-моему, разнятся в цене. Есть, получается, особые там комнаты, там повышенной комфортности. Там 23 рубля. Там уже 23 рубля. 24. Повышенный комфорт стал. Комфорт плюс, там понял? еще Там тебя с утра таксист увозит. Есть Там такой просыпаешься, у тебя шведский стол. служанка, Да, да? там опахал, он такой, В общем, Вставайте на пары. я к тому, что даже не там 20-30 рублей, все в любом случае это копейки. Да. Это копейки за Где-то в сутки. центре за такое
Да. такую сумму ничего не И будет. по поводу стипух. Все в подъезде можно. По поводу стипендий еще, Руслан. Студенты Про коммерции. стипендии, в принципе, я, наверное, тоже чуть-чуть могу сказать. Да, вот сейчас вот, Руслан, вопрос по поводу стипендий. Студенты на коммерческой основе могут получать стипендии? Так, получается, что если они, конечно, могут получать, но не стипендию, а вот поощрение, вот как Камила, она же спортсмен, вот такие помощи, да, они получают. Хорошо, а именные стипендии, допустим? Так, именные стипендии, это уже надо уточнить, но, скорее всего, тоже, потому что она же именная, за какие-то заслуги даются. Вот даже, например, как вот Ну, то есть есть стипендии, возможность такая, да, есть возможности. А вот уже обычную стипендию, которую мы получаем, там уже... Ну, насколько я знаю, еще и за науку, и со спорта, Да, со только за творчества. какие-то достижения. Да. То есть в любой сфере деятельности в нашем университете как бы студенты могут получать стипендию, еще и отличную стипендию, да. То есть я, насколько знаю, каких цифр она может достигать? 30 тысяч, да, если я не ошибаюсь. Ну, не знаю, вот еще там, получается, у нас есть льготные стипендии для людей, которые там из малоимущих семей, из неполных, многодетных. Вот у них уже, да, они такие Там стипендии вообще, большие вот они получают. точно вот так вот. Ну, Да. нет, им помогают, да, им Ну, помогает да. университет, благодаря тому, что университет им помогает, они, из-за того, что у них такое сложное положение, они получают такие стипендии. Хорошо. Ребят, хотелось бы спросить у вас, как вам трансляция, что, может быть, что-то не хватает, что бы вы хотели еще узнать, что очень узнать, пока пишите в чат, а я обращаюсь к Исламу. Ислам, смотри, ты сегодня все-таки как первокурсник вместе с нами, и если я много узнал, будучи магистрантом, да, то сколько нового ты узнал, что для тебя? Я сегодня не усну просто вообще. Буду думать, комбайн, море, заграничная Я практика, даже много там, узнала. Да. свинюшки, коровушки, там, куда-то еще. Поросят. Терминаторы маленькие, да? Поросята, терминаторы, мать. Да, очень все здорово, то есть я для себя даже, я реально задал вопросы, это не написано все, то есть то, что меня интересовало, я и спрашивал. Плюс ко всему, я вот недавно закрыл сессию первую. Да, молодец. 4,5 я ее закрыл, то есть остался даже со стипендией. И, не показалось, что она какая-то сложная, хоть она была дистанционная. Подожди, не дистанционно, подожди. Да, ладно, я больше что все. Перваш. Не, на самом деле, да, в любом случае, дистанционно, не дистанционно, а обучение в нашем университете проходит нормально и легко. Интересно. Да, интересно и легко, то есть если человек хочет. И когда у нас была очная учеба, Так. то есть когда мы сидели в аудиториях, записывали лекции, практики, то есть преподаватели настолько разжевывали, даже как в школе, наверное, об этом не говорили, то есть именно старались, чтобы мы поняли все. Не так, что провели и ушли, а что действительно оставляли какую-то информацию, даже когда на экзамене мы сидели, сдавали это все в онлайн-режиме, это все выходило как-то, мы же это в ноябре делали, это вот эта тема, вот я здесь себе подчеркнул, и то есть опять-таки это все спокойно сдалось. Но я честно не заметил эту сессию, благодаря нашему... Но, как говорится, не студент до первой сессии, благодаря чему? Нашему шикарному Преподавательскому составу. Да, преподаватель действительно у нас стоящий, и люди с опытом и знают, как преподносить знания студентам, которых в голове пока что не очень много знаний, да, выразимся так. А еще есть дополнительные занятия бесплатные у преподавателей. Да, это я, кстати, тоже, я вот как раз таки насчет английского спрашивал, но потом, когда я понял, что я не вывожу, наверное, по времени, что-то я английский отложил. Но я даже подходил к своему преподавателю по английскому просто, и она мне вот тоже сказала, что да, у нас есть курсы, любой желающий приходит, и ты начинаешь все это учить спокойно, то есть, если тебе интересно, учишь. Также, по-моему, по немецкому. Да, там по всем предметам. Да, то есть все, что хочешь. Поэтому с должниками нет проблем, мне кажется. Ну да. Ладно, ребят, в общем, Я просто хотела сказать, если есть желание, то тебе университет все время навстречу пойдет, и там да. с индивидуальными графиками, с стипендиями, со всем. Ладно, я думаю, потихонечку будем все-таки заканчивать нашу трансляцию. Не знаю, я сегодня, можно сказать, очень классно провел вечер. Спасибо вам огромное, ребят. Спасибо. О, господи, Слав, хватит уже цитировать. В общем, я очень рад, что нашли вы время, чтобы прийти к нам. Очень рад, ребят, которые сегодня пришли. Огромное спасибо вам, уважаемые зрители. Мы очень были рады тому, что вы попали на нашу прямую трансляцию. Надеемся, что вам она прежде всего понравилась, что вы узнали очень много интересного про наш Башкирский государственный аграрный университет. Мы всегда рады видеть вас в стенах нашего вуза. Поступайте к нам, творите новое, изучайте, пожалуйста, все дороги открыты, как вы сами это поняли. Обязательно подписывайтесь на наши
социальные сети, чтобы быть в курсе всех новых событий. На нас тоже можете подписаться. Да, подписывайтесь на все паблики, там очень много интересного. Будьте в курсе, желаем вам удачи, успехов и добро пожаловать. Любите поросят. Да, любите поросят. И увидимся в Башкирском государственном аграрном университете. Всем огромное спасибо, удачи, увидимся.